Доброе утро всем, кто настроился на нашу волну. Сегодня понедельник, 15 января, в Уфе 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы напомним о событиях прошедших выходных в Башкирии, обсудим их и проведем голосование на нашем Ютубе, на нашем канале в Ютубе, а также вспомним новости и события в Башкирии, о которых сообщала наша редакция в эти же дни в пятилетней ретроспективе. Напомню, трансляция программы идет на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять именно здесь. Не забывайте ставить лайки, этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. В это воскресенье в Уфе прошла акция в поддержку башкирского активиста Фаиля Алсынова. Фаиля Алсынова называют его по такой фамилии именно башкиры. Он так звучит. А по паспорту он Фаиль Алчинов, поэтому я буду иногда и так говорить, поэтому просто прошу понять правильно. Об этом сообщил телеграм-канал Куштау Байрам, один из немногих каналов такой оппозиционной радио Хабирова направленности, которые не закрыли. Напомним, что в прошлом году, как раз к концу года, сетку каналов, в том числе Кушта Онлайн и ряд других, были закрыты в Телеграме. Так вот, этот телеграм-канал Куштау Байрам сообщил, что в Уфе в воскресенье несколько десятков активистов собрались у памятника Салавату Юлаеву, чтобы выразить свою поддержку бывшему председателю запрещенной в России организации «Башкорт» Фаилю Алсынову. Напомню, «Башкорт» решением суда признана экстремистская организация, запрещена и ликвидирована в России. Так вот, тем не менее, бывший лидер Фаил Алчинов теперь находится в судебном процессе. Вот. Ну, пока поговорим о самой акции. Итак, сначала, во-первых, на канале было сообщение, что собираемся в поддержку Фаиля Алчинова. Потом это собрание отменили. Вот. И несмотря на то, что появилось видео, что эта встреча отменена, все равно несколько десятков человек собрались и пришли выразить свою поддержку этому активисту. Как пишет в тот же телеграм-канал Куштау Байрам, больше всполошились власти, с перепугу нагнали кучу полицейских, перегородили все на площади коммунальной техникой. В общем, все как всегда, ничего не меняется. Ну, а теперь, собственно говоря, к процессу, который сегодня, вот в эти минуты, начинается в Баймакском районном суде. Фаиля Алчинова ранее в четверг на этом процессе государственное обвинение потребовало приговорить к 4 годам лишения свободы. После этого как раз башкирские активисты начали выходить на одиночные пикеты в защиту Фаиля Алчинова, а известные деятели культуры республики стали записывать видеообращение в его поддержку. Вот. Защита активиста не исключает, что сегодня в суде будет оглашен приговор. Сегодня должны, по идее, завершиться прения сторон и должно быть предоставлено последнее слово подсудимому. Ну, кто из деятелей культуры? Там целый ряд, я не буду всех зачитывать. Например, возьму пост главного редактора, прошу прощения, не главный редактор, конечно, а издателя газеты «Бонус» и владельца сайта «Пруфы» Руфы Рахимовой. Итак, она на своей страничке в социальной сети ВКонтакте как раз об этом высказалась. Прокурор запросил для Фаиля Алсынова 4 года в колонии и поселении. 15 января в 9 утра в Баймаке судья вынесет решение. И дальше вот ее как раз оценка всего этого происходящего. Вот я сейчас процитирую ее слова. Я очень надеюсь, что судья понимает всю ответственность за свое решение и не даст свершиться большой несправедливости. Я знаю в совершенстве свой родной язык. В выступлении Фаиля нет ничего незаконного. То, что судья отказала в проведении независимой лингвистической экспертизы, конечно, вызывает тревогу. Но я все-таки хочу верить в разум, профессионализм и совесть, ведь основа безопасности и благополучия любой страны прежде всего справедливый суд. И очень надеюсь, председатель Верховного суда Башкирии защитит своего судью Илину Тагирову от давления башкирского Белого дома. Итак, вот по мнению Руфы Рахимовой, во-первых, сам процесс носит некий, скажем так, политический характер, потому что если
башкирский Белый дом, ну, понятно, это руководство республики, давит на суд, по ее мнению, это однозначно об этом свидетельствует. И плюс напомню, что Фаиля Алчинова в вину ему вменяют выступление его на съезде, на собрании граждан в Ишмурзино в апреле прошлого года, когда люди собрались, возмущенные действиями таких недобросовестных золотодобытчиков. Вот, и там Фаиль выступил на башкирском языке. Перевод его речи на русский язык и лег в основу обвинения. Там звучит слово «карахалык», который некоторые, тот, скажем, официальный лингвист, который в суде предоставил свой перевод, считает, что этот термин носит такой оскорбительный характер в адрес, там, не знаю, кавказских народов и так далее. А другие люди, которые выступали ну, с другим переводом, скажем так, те, кто знает башкирский язык, говорят, что в слове «карахалык» нет никаких оскорбительных намеков, тенденций, там, значений. И вообще в башкирском языке мало таких оскорбительных слов. В том числе «карахалык» можно перевести, не знаю, как темный народ, может быть, типа такого. Вот. Ну, может быть, не темный даже народ. Я могу тоже ошибаться. Я читал все эти выступления. Там разные значения приводятся, но не оскорбительные. И продолжая тему сегодняшнего судебного заседания в отношении Фаиля Алчинова, хотел бы еще пост еще одного активиста процитировать. Не буду называть его имя и фамилию, возможно, потому что это... Ну, вы сейчас сами поймете, почему. Итак, этот активист на своей страничке ВКонтакте написал, что считаю, что мы, народ, в исключительных случаях имеем право организованно выйти на улицу и сказать свое веское слово, когда государство демонстративно игнорирует наше мнение. А сейчас именно тот случай. Демонстративно посадив Фаиля, государство хочет нам всем заткнуть рты и загнать нас в рабство 21 века. Поэтому я настойчиво продолжаю считать, что 15 января на суд Фаиля Алсынова должно приехать максимально большое количество людей и морально поддержать его, так как Фаиль невиновен. А если его все-таки осудят, тогда надо всей республикой собраться в здании правительства в Уфе. Если возникнет необходимость, и мы консолидированно примем такое решение, я готов начать организовывать палаточный лагерь в Уфе у здания правительства. В общем, видите, почему я не привожу имя и фамилию этого товарища? Ну, потому что, собственно говоря, его там высказывание можно признать как за призыв, там, не знаю, к каким-то несогласованным массовым действиям. То, что поддерживает Фаиля Алчинова не только в Башкирии, говорит сообщение телеграм-канала «Сиверская ворона», где в Ленинградской области даже вышел активист Александр Правдин, и он провел одиночный пикет в поддержку башкирского активиста и защитника Шихана Куштау Фаиля Алсынова. Ну, собственно говоря, на плакате было написано «Свободу башкирскому активисту Фаилю Алсынову». Да, надо напомнить, что против Фаиля возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. Как считает следствие, активист негативно оценил рабочих мигрантов на акции по защите природы Зауралья и хребта Ирындык в апреле 2023 года. Что еще по этой же теме можно сказать? Только что появилось сообщение от Proof.ru, в котором говорится, что корреспондент этого издания еще вчера приметил людей, которые обсуждали суд над Алсыновым в одном из кафе «Баймака». Кроме того, были замечены два грузовика Росгвардии, двигающиеся в сторону суда по трассе Белорец-Магнитогорск. Одним словом, сегодняшнее судебное заседание достаточно значимое такое событие. С одной стороны, и напомню, что в исходе этого судебного процесса заинтересован лично глава Башкирии Ради Хабиров, который написал заявление, собственно говоря, в адрес прокурора Башкирии, которое в нем, в частности, содержится как раз обвинение активиста в том, что он там, ну, высказывает не те речи, не на том митинге, видимо. Но это не митинг был, это был сход граждан на самом деле. Вот. И само по себе то, что за слова нужно отвечать, это как бы
приметы нашего времени, да, не каждые слова можно говорить. Но был ли Фаил Алчинов, прошел ли какую-то красную черту, да или нет, это трудно судить в том плане, что надо было находиться на месте этого народного схода и слушать, и слышать это, и понимать башкирский язык. К сожалению, например, лично я, даже если послушаю его речь от начала до конца на башкирском языке, не смогу ничего сказать. А переводчикам доверять официальным я тоже не могу. Поэтому я все-таки согласен с тем, что нужна независимая экспертиза, нужен независимый перевод. Все-таки, раз речь идет, как сказать, о человеке, которого поддерживают многие в Башкирии, в том числе деятели культуры, там достаточно интересные имена есть, не только Рауфа Рахимова поддерживает. Вот. Надо думать о последствиях. Надо думать о последствиях. И я хочу запустить голосование с простым вопросом. Как вы думаете, может ли суд над Фаилем Алчиновым привести к народным волнениям? Два варианта, естественно, да или нет. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» запускаем такой опрос. Попрошу вас ответить на него в течение программы. Ближе к концу эфира мы подведем итоги. Понятно, что это будет просто мнение аудитории, но тем не менее очень интересно понять, что вы думаете на этот счет. И не забывайте ставить лайки. Это поддержит работу нашей редакции. Продолжим политическую тему, что современной России за свои слова нужно отвечать. Следующая новость. Это она прозвучала в телеграм-канале «Осторожно, новости» в пятницу, но тем не менее я считаю нужным ее зачитать, потому что об этом наша редакция рассказала только в субботу, и все-таки это важный такой элемент политической жизни. Сергей Удальцов заявил, что поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы, которых обвинили в организации террористического сообщества. Вот, во-первых, Сергея Удальцова, наверное, многие знают как лидера Левого фронта, такого политика левых взглядов, который никогда не боялся высказывать свое мнение. Собственно говоря, его задержали, арестовали до 15 февраля по делу об оправдании терроризма. Суд прошел в закрытом режиме, но все-таки перед началом суда Удальцов успел рассказать журналистам, что как раз вот поводом для возбуждения уголовного дела стали его посты в защиту членов марксистского кружка из Уфы. И вот его цитата. «Мне очень обидно, что власть преследует патриотов. Те обвинения, которые предъявлены, иначе как бредом назвать не могу. Моральная поддержка людей, которые осуждены, не может быть оправданием терроризма. Мне вменяют посты в поддержку людей, которых в Уфе обвинили в терроризме. А они были участниками марксистского кружка. И так все вывернули, что изучение марксизма обернули в изучение терроризма», заявил лидер Левого фронта. Это вот как раз цитата, то, что он успел сказать террористов. Также можно напомнить, что членов кружка, о котором как раз и напомнил Удальцов, обвинили в создании террористического сообщества с целью насильственного изменения конституционного строя России. Это случилось, сам арест, еще в марте 2022 года. Там было 5 человек задержано, в том числе бывший член фракции КПРФ Курултая Башкирии Дмитрий Чувилин, вот, который внесен в реестр террористов и экстремистов. Также Удальцов добавил, что данное преследование, ну, самого его, получается, Удальцова, связано с президентскими выборами. И вот после этих слов это заседание судебное закрыли. Ну, что здесь можно сказать? Еще раз повторяю, что сейчас такие времена, что за каждое слово сказано не так, не в том месте, не в том контексте, свое мнение просто высказанное может стать поводом для возбуждения административного дела, а далее и уголовного. К сожалению, в такое время мы живем, это надо понимать. Вот, но и тем не менее надо в этих условиях работать и продолжать говорить, доносить информацию о происходящем в Башкирии и в стране. Что еще было в эти выходные такого? Глава Госкомитета по делам молодежи Яна Гайдук в день своего рождения объявила об уходе с поста. Об этом она написала пост 13 января утром, как раз когда у нее день рождения был, то есть в субботу, на своей странице ВКонтакте. Ну, вот ее слова: «Никакой драмы нет.
Меня не отправили в отставку, я не бегу, ни с кем не поссорилась. И с репутацией у меня тоже все в порядке, хотя гуляют интересные вариации. Планы и мысли мои все также конструктивны, написала она. Ну, напомню, что в конце прошлого года некоторые СМИ сообщили, что в комитете и дома у Яны Гайдук проходили обыски, но официальную информацию силовики не подтвердили. Чем же она будет заниматься? Вернее, даже не так. Чем заниматься там в своем посте сообщение сначала было вроде такое, что она наукой хочет заниматься, но потом это сообщение, по крайней мере, содержание исчезло, видимо, отредактировано было. Но о своих итогах деятельности, как бы, например, Яна Гайдук написала, я думаю, считаю, что это нужно тоже зачитать. По ее словам, начали обновление молодежной инфраструктуры в районах, создали цифровую платформу «Добро РБ» для поддержки волонтеров, и заработает эта платформа в этом году. Учредили отдельный грантовый конкурс для поддержки молодежных организаций, разработали программы для школьной, студенческой, сельской и трудящейся молодежи. В общем, за результаты не стыдно, сообщает Яна Гайдук, которая, напомню, 13 января заявила о своем уходе с поста председателя Государственного комитета по делам молодежи. Вот, и теперь, естественно, будет ей какая-то замена. Возможно, об этом мы услышим сегодня на оперативном совещании в правительстве, которое начнется в 12 часов, но будем следить за развитием событий. Другая важная тема, которая, собственно, перекликается с общероссийской повесткой, то, что в морозы в Уфе, в Демском районе конкретно, сотни домов остались без света. Вы все знаете, что в Подмосковье происходит. Там отопление, проблемы серьезные. Здесь со светом. И речь идет о 9 садовых товариществах. Они оказались полностью отключены от электроэнергии. Речь идет о садах здоровья, Заря, Восход и других. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Вот, за последние 2 дня в этих садовых товариществах серьезные проблемы с подачей света. Нас просто оставили без электричества. Мороз минус 26, несколько сотен домов. Энергетики просто вырубили свет и никого не уведомили. Разве так можно? Написала возмущенная Ольга К. Ну, это там фамилия просто скрыли. Но я знаю, кто это написал. Тоже не буду раскрывать ее личные персональные данные. По словам Уфимки, ранее администрация Демского района шла навстречу жителям и всегда предупреждала о возможных отключениях света, но в этот раз было по-другому. Вот. И это и вызвало недоумение у людей. Когда телеканал ЮТВ обратился в Демский район, в администрацию, им сообщили, что электроэнергию в садах спустя сутки восстановили, а отключали ее вынужденно из-за перегруза сетей СНТ. Позднее появился комментарий главы Демского, администрации Демского района Уфы Антона Тарасова. Его тоже телеканал ЮТВ привел. И вот что он сказал. По словам Антона Тарасова, в садовых товариществах, где отключили свет, стало проживать больше людей, которые в разы увеличили нагрузку на электросети. Вместе с тем, мощности электросетей этих не предназначены для такой нагрузки. Садовые товарищества еще с советских времен были предназначены для летнего проживания, напоминает чиновник. Приехать, прополоть картошку, скипятить чайник и все. Но потребление электричества в садоводческих обществах растет с каждым годом. Все больше людей живут здесь круглый год, поэтому оборудуют большие коттеджи котлами, теплыми полами. Мощности сетей не рассчитаны на такое потребление, поэтому часто происходит аварийное отключение. Это цитата, значит, из ответа Антона Тарасова, главы администрации Демского района. Итак, Антон Тарасов убежден, что для решения проблемы электрохозяйство нужно передать на обслуживание специальным организациям, а не юридическим лицам СНТ. Чиновник признал, что электросети некоторых СНТ Демского кордона оказались не готовы к большим нагрузкам. Ну, собственно говоря, да, тут, наверное, чисто технически он прав, что вот не рассчитаны были, и что эти садовые товарищества раньше все-таки летом больше использовались, теперь еще и зимой. Но власть на то и власть муниципальная, тем более, что она должна держать руку на пульсе жизни, событий и понимать, что в условиях подорожания жилья часто невозможно купить квартиру. Многие просто свой земельный участок, который им достался там, как садовый, перестраивают, обустраивают, строят коттеджи и живут там уже круглый год. Понятно, что не все, но
И многие. И это надо видеть, это надо понимать. Не надо здесь просто смотреть, как говорят, не знаю, на Востоке. Посмотрим на течение реки и увидим, как проплывет труп врага. Сама по себе проблема не решится, я хочу сказать. Поэтому надо это обязательно держать на контроле и думать, что с этим делать. Вот. К другим новостям. За первую неделю года управляющую компанию Уфы оштрафовали аж на 500 000 рублей. Об этом сообщил телеканал ЮТВ. Общая сумма штрафов составила 557 тысяч рублей, если быть точнее. Были назначены 3 административных наказания. И, собственно говоря, кто штрафовал? Штрафовали специалисты Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Ну, если сокращенно, Госкомжилстройнадзор. Они за период очень короткий, с 9 по 12 января, рассмотрели 12 административных дел. Ну, в качестве примера телеканал ЮТВ приводит Орджоникидзевский район Уфы, ну, в частности, управляющую компанию УЖХ Орджоникидзевского района. Здесь, например, в доме по улице Блюхера, 17, на стенах отвалилась штукатурка, на окнах одного подъезда не было двойной рамы, а лестничные площадки были грязными и неубранными. Кроме того, в доме был риск затопления канализационными стоками, сообщили в комитете. И вот как раз этому ЖХ назначили административное наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей. Но этот случай, естественно, не единичный, поскольку тут вы сами слышали цифру: 557 тысяч рублей, 12 административных дел. И вообще телеграм-каналы, СМИ, достаточно много сообщений о разных коммунальных ситуациях, не только об отключении света в СНТ, это как бы к этому отношения не имеет. Но, например, я лично видел видео, как в одном из домов на улице Левченко в Уфе подъезд был заполнен парами. Из-за того, что холодная температура, внутри подъезда просто образовался такой ледяной покров, ну, каток, очень скользко было, и стены тоже покрылись такой изморосью. То есть, ну, это вот не, это только просто, что я вспомнил сейчас. Вот, напомню, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» я прошу вас ответить на вопрос в связи с тем, что сегодня идет судебный процесс над Фаилем Алчиновым, и вполне возможно, ему могут вынести обвинительный приговор. Обвинение попросило суд назначить ему 4 года лишения свободы в колонии поселения. Вопрос такой: может ли суд над Фаилем Алчиновым привести к народным волнениям? Да или нет? Ваше мнение, пожалуйста, голосуйте. Смотрю, уже достаточно активно вы голосуете, но не все проголосовали, поэтому чем больше проголосует, тем будет, наверное, более объективное мнение. Продолжим нашу программу. Хоть новость и федеральная, но тем не менее, что она должна быть высказана. Вчера, значит, состоялось такое событие. Екатерина Дунцова объявила о создании новой партии «Рассвет». Это интересная новость в чем? Тем, что впервые что-то новое происходит в политической жизни России. Название партии «Рассвет» — это как бы на совести тех, кто создает. Но вы сами все понимаете, что Екатерина Дунцова объявила о своем желании баллотироваться на пост кандидата в президенты России, что ей, собственно говоря, не дали сделать в Центральной избирательной комиссии. В качестве обоснования, почему не дали, явился такой, знаете, очень интересный момент. Она, когда проводила собрание инициативной группы, 500 человек со всей страны, в Москве, Подмосковье, там, не знаю, надо было каждого, кто участвовал в этом собрании, нотариально заверить. То есть нотариус заверял каждого человека, паспортные данные, все. Это, естественно, 500 человек и один нотариус заняло кучу времени. Вы все это прекрасно понимаете. Вот. И когда он все это заверил, началось собрание. Оно пришло к решению определенному выдвинуть Екатерину Дунцову. Та, в свою очередь, подала документы уже в Центральную избирательную комиссию. А там выяснилось, что нотариус заверил, а когда он прошивал протокол собрания вот этого, где все эти документы были собраны, он написал время. То есть, допустим, началось все в 10 часов утра, ну, грубо говоря, а закончилось там, не знаю, в 7, в 6, тоже грубо. И вот он где-то часов в 6 вечера поставил дату, что вот
Протокол прошит, пронумерован, все, можно доверять этому документу. Так вот, Центральная избирательная комиссия посчитала, что раз он еще раз подчеркиваю, прошил документ поздно вечером, а собрание уже закончилось, значит, собрания не было. Вот такая логика бюрократическая сейчас торжествует в Центральной избирательной комиссии. Ну вот, Екатерина Дунцова, значит, раз не получила возможности как бы э, официально участвовать в выборной кампании президентской, решила просто пойти поэтапно, шагами, как, в принципе, наверное, любой политик нормальный должен делать, участвовать в муниципальных выборах, потом, там, не знаю, в парламентских и так далее, с помощью политической партии. Напомню, она обращалась в партию «Яблоко», чтобы эта партия поддержала ее выдвижение. В «Яблоке» отказались, не стали ее выдвигать, и никого сами не выдвинули. Вот, и поэтому она решила создать, я так понимаю, новую партию, потому что поняла, что у нее есть сторонники. Я слежу за ее телеграм-каналом, Екатерина Дунцова в Телеграме. Там, ну, не буду врать сейчас, очень быстро за 100 тысяч человек этот телеграм-канал набрал. Там как раз сторонники. То есть те, кто считает, что сейчас нужно вести совершенно другую политику, не ту, которую проводит Владимир Владимирович Путин. Вот. То есть это была альтернатива. А выборы, слово, как раз имеет смысл только в том случае, когда есть альтернатива. Когда человеку говорят, выбирай черное или белое, ты выбираешь. А когда тебе говорят, выбирай черное, серое или черное с меньшим процентом, значит, оттенков, то это не такой выбор. Сейчас, если, скажем так, на этих выборах произойдет, что будут все кандидаты и все они будут поддерживать Владимира Путина, но это не выборы, согласитесь. Это что-то типа референдума о доверии действующему президенту. Так вот, в Твери в воскресенье прошло собрание, где учредили оргкомитет партии «Рассвет». Это потенциальное название пока. За этот вариант проголосовали участники инициативной группы. И, собственно говоря, Дунцова написала, что наша цель — объединить и привести во власть порядочных людей, тех, кто хочет жить будущим, а не прошлым, в мирной и безопасной стране, приоритет в которой благополучие всех, а не обогащение избранных. Мы знаем, что нас много, сообщила, ну, считает Дунцова. Давайте объединяться. Хорошие люди должны держаться вместе и помогать друг другу. В ближайшее время во всех регионах мы проведем собрание сторонников, создадим региональные отделения, выберем делегатов на учредительный съезд, начнем полноценную работу и подготовку к выборам. И там есть ссылочка, тех, кто хочет присоединиться к созданию партии, могут заполнить форму, но это на канале Екатерины Дунцовой можно найти это сообщение. Собственно говоря, это легко сделать. Вот поэтому я прочитал эту новость, потому что все-таки будут проходить региональные собрания сторонников Екатерины Дунцовой, будут созданы региональные отделения, поэтому вполне возможно, что и в Уфе, и в Башкирии тоже будет создано. И поэтому эта новость федеральная, допустим, федеральная повестка, имеет отношение и к Башкирии вполне. Вот, нам предстоит длинный путь, но добро должно победить, говорит Екатерина Дунцова, с чем я сложно не согласиться. И всегда я спрашиваю всех своих собеседников, почему мафия, ну, скажем так, криминальные люди объединяются, а почему хорошие люди не объединяются, порядочные люди. Почему они не создадут свое собственное мощное объединение? Вот это мне непонятно. Это же, в принципе, этим стоит заняться, мне кажется, в конце концов. Итак, продолжим новости. Башкирия отправила второй гуманитарный груз в Палестину. Об этом сообщило агентство Башинформ. Ну, собственно говоря, первый груз был отправлен раньше. 14 января ушел второй груз. Это 30 тонн примерно весом. Там, значит, уже было собрано более 50 тонн гуманитарного груза вообще жителям Башкирии. А вот тут, скажем, 30 тонн отправили в Москву на сборный пункт МЧС, а дальше уже отправить в Египет. Ну, можно сказать, что среди собранных вещей, продукты питания, одежда, средства личной гигиены, одеяло, постельное белье. Ну, все, что может пригодиться тем, кто остается без жилья и средств существования. Ну, это понятно. Помощь палестинцам, жителям сектора Газа, поскольку у нас в Башкирии, так же как в России, поддерживают, скажем так, жителей Палестины. Вот, собственно говоря, такая поддержка оказывается и в Башкирии.
Еще бы хотелось об одной новости. Она, конечно, может быть, не стоит такого особого внимания, но тем не менее я хочу на ней немножко остановиться. 13 января историческая дата для российской журналистики. Об этом сообщил, как вы думаете, кто? Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале. Ну, он напомнил, что этот праздник, значит, 13 января, связан с тем, что в 1703 году, аж дайте посчитать-то, 320 лет назад по указу Петра I вышел первый номер газеты «Ведомости». По мнению премьер-министра, современные средства массовой информации — это уже не только печатные издания, а медиахолдинги, которые объединили газеты, журналы, интернет-ресурсы, телерадиокомпании. Но одно остается неизменным — высокая востребованность качественной журналистики. По мнению Андрея Назарова, сегодня век социальных сетей, информационных войн и фейков. Именно первоклассная пресса позволяет нам отделять зерна от плевел, видеть настоящую картину событий. Ну и можно добавить, что в СМИ Башкирии трудится около 3000 журналистов. Вот. Эта новость, я просто хочу, чтобы вы поняли, почему я потом буду возвращаться к этой новости. Ну, еще раз. Первоклассная журналистика, востребована, качественная и так далее, и так далее. Вот эту мысль запомните, а потом мы к ней вернемся. Еще немножко о спорте. Салават Юлаев вчера на выезде выиграл китайский Кунь-Лунь со счетом 5-3. Об этом сообщили на сайте клуба. Значит, уфимцы завладели преимуществом с первых минут. Несмотря на удаление, уфимцы открыли счет в меньшинстве на 6-й минуте. Значит, Данил Башкиров передал пас Никите Зоркину, который и поразил ворота. Через 5 минут Сергей Шмелев реализовал большинство и увеличил преимущество. А еще через минуту Николай Кулемин сделал счет 3-0. Вот, китайская команда пошла вперед, забила 2 шайбы в концовке периода, и обе в большинстве. То есть, ну, интересная была игра. В итоге окончательный счет 5-3 в пользу Салавата Юлаева. Можно напомнить, что до этого 13 января в Нижнекамске уфимцы проиграли нефтехимику со счетом 0-2. Вот. И, в общем-то, ну, тем не менее, в общем, приятно, что серию поражений вот этот прервали уфимцы, и они победили. Напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос, может ли суд над Фаилем Алчиновым привести к народным волнениям. Да, и тут мой коллега Николай Бажин пишет, что я думаю, что волнения возможны по теме Алцинова, но не прямо массовые. Мы живем в другом государстве после начала специальной военной операции, и журналистику почти убили. Да, ну вот эти мнения, которые, собственно говоря, я и ожидал, что хоть кто-то что-то напишет на эту тему. Спасибо большое Николаю. Вот, да, что мы в другом государстве живем, мы все понимаем. Но тем не менее, времена меняются. Продолжим. Хочу сейчас перейти к ретроспективе нашей повестки дня. Значит, о чем мы говорили, наша редакция, год, 2, 3 и 5 назад. В эти дни, 13 января год назад, мы сообщили, что Владимир Путин встретился в Уфе с Радием Хабировым. Но встреча была, честно говоря, не рядовая, то есть не такая дежурная, плановая, а не запланированная, потому что в этот день провожали первого президента Башкирии Муртазу Рахимова. И вот Путин приехал на проводы, на прощание церемонию и заодно встретился с Хабировым. Вот. И приведу его слова. Мы с вами в траурный день встречаемся, сказал Владимир Путин. Мы прощаемся с первым руководителем республики Муртазой Губайдуловичем, которого я знал лично. У нас были добрые отношения. Хотел бы сказать, что он внес существенный вклад в развитие республики в качестве субъекта Российской Федерации и проводил очень взвешенную национальную политику. И без всякого преувеличения играл очень важную стабилизирующую роль на переломном этапе российской истории. Вот. Также на этой встрече позже обсуждались и другие вопросы, естественно. Можно только еще добавить, что Владимир Путин отметил положительные какие-то моменты в развитии Башкирии, но и отрицательные. Например, он сказал, есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны Ради Хабирова. И, цитата, имея в виду, конечно, такие вопросы, как окружающая среда, развитие здравоохранения, развитие скорой помощи как части системы здравоохранения. Здесь есть над чем работать.
Вы знаете об этом, работаете над этим, конечно, я понимаю. Это цитата Владимира Путина м, после встречи, во время встречи с Радим Хабировым год назад. Но здесь как раз окружающая среда имеет отношение к сегодняшнему дню. То, что сегодня идет судебное заседание над Фаилем Алчиновым, который как раз выступал на народном сходе, как раз возмущенных, на сходе граждан, возмущенных как раз состоянием окружающей среды из-за действий недобросовестных золотодобытчиков, которые добывают золото, а потом оставляют после себя разрушенную землю. Это, собственно говоря, их не устраивает. Я думаю, никого не устраивает. Вот. Но за слова на этом сходе граждан Фаиль Алчинов, по мнению обвинения и по мнению Ради Хабирова, должен поплатиться. Продолжим. 2 года назад, 14 января, мы сообщили, что жители села Старый Сибай Баймакского района обратились к Владимиру Путину из-за задержки строительства школы. Новую школу на 375 мест в этом селе начали строить еще в 2020 году на месте старой, которую признали аварийной. Им обещали ввести ее в строй к 2021 году, 1 сентября. Ну вот, январь 2022 года, а стройка простаивает. Ну, собственно говоря, вот еще одна тема, которая требует внимания властей. 2 года, получается, уже 3 года назад, 15 января, в этот день было сообщение, что уголовное дело в отношении родителей, публично избивших ребенка в Благовещенске, направили в суд. Ранее за публикацию видеозаписи этого инцидента журналистов Уфа-Тайм оштрафовали на несколько сотен тысяч рублей. И вот здесь я как раз хочу остановиться по поводу первоклассной прессы. Помните вы, премьер-министр Назаров говорил, что вот так и так первоклассная журналистика должна существовать. Но что такое первоклассная журналистика? Это значит вскрывать недостатки, на мой взгляд. Это значит говорить о том, что скрыто. Если родители бьют своего ребенка, и если в издание попало видео с этим как бы доказывающее этот факт, и они обращают внимание общественности, в том числе и правоохранительных органов, на такой факт, зачем наказывать журналистов? Скажите мне, пожалуйста. Просто простой вопрос. Зачем? Чтобы что? Чтобы они больше не работали? Чтобы они больше опасались публиковать материалы? Это же не просто кто-то кого-то избил. Это родители своего ребенка избили. Вот, просто задумайтесь. Права ребенка при этом нарушались на протяжении почти 2 лет. Потом подтвердили в надзорном ведомстве, прокуратуре. И было возбуждено, естественно, уголовное дело вот, по ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вот. И именно Уфа-Тайм как раз привлек внимание к этому факту. 4 года назад, 15 января, мы сообщили, что контрольно-счетная палата Башкирии заявила о неэффективности автоматизированной системы управления дорожным движением. На создание и внедрение этой системы в 2014-2015 годах потратили 75,6 миллиона рублей. Такие комплексы были смонтированы в 15 районах Башкирии, на 20 участках региональных дорог общего пользования. Но проверка ревизоров выявила, что нарушения были допущены еще на этапе конкурсных процедур. Вот, например, одна из документаций принималась в декабре 2014 года, а датирована февралем 2015 года. Ну, то есть там раньше времени все, задним числом все утвердили. Вот. Кроме того, Госкомтранс Республики принял и оплатил работы по установке комплексов, выполнены не в полном объеме, а сам срок сдачи работ был нарушен на 35 дней. И в итоге, значит, в эксплуатацию ввели только 19 из 24 комплексов, а почти половина уже установленных комплексов работает неправильно. Вот такая система у нас труда. Как бы. Очень интересно. 15 января 2019 году, 5 лет назад, мы сообщили, что в редакции издания Proof.ru, тогда Proof.ru назывались так, обнаружены прослушивающие устройства.
опять же, о качественной журналистике. Приборы скрытой аудиозаписи были обнаружены в кабинете редакционного директора ПроУФУ Рауфа Рахимова при проведении регламентных работ техническим директором. И, как предполагает Рауфа Рахимова, прослушивание кабинета ведется в связи с деятельностью объединенной редакции портала proUFU.ru и газеты «Бонус». По ее словам, круг заказчиков может быть широким. Далее цитаты: власти, силовики или крупные компании. В любом случае, мы не собираемся никак менять редакционную политику и продолжим готовить и публиковать расследования. Кто-нибудь помнит, что случилось после этого? Кто был наказан? Выявлены заказчики или нет? Нет. Поэтому говорить красивые слова в день печати о том, что у нас высококлассная журналистика развивается, она нужна, это, конечно, хорошо, но это всего лишь только фразы. А вот дела такие. Прослушивающее устройство в кабинете редакции, штрафы, большие штрафы за то, что журналистика просто делает свое дело, а теперь еще и цензура, нельзя называть вещи своими именами. За любые слова, на которые ты, собственно говоря, не взвесил, а еще законодательство меняется каждый день, журналист может быть подвергнут какому-то взысканию. Ну, от административного до уголовного. Вы это все прекрасно понимаете. Ну вот на этом наша ретроспектива закончена. Да, еще прочитаю мнение журналиста Николая Бажина. Журналистика как четвертая власть должна действовать, а нас затыкают. Совершенно верно, это признак демократии. Когда есть независимая журналистика, есть четвертая власть, так называемая, которая влияет на общественное мнение, собственно говоря, и на поведение властей, тогда есть некий противовес беспределу какому-то, правильно? Вот. И журналистика в этом плане тоже играет особую роль. В нашей стране журналистику давят независимую. Многие вообще уехали из страны, чтобы просто говорить, выполнять свою работу. Это некий запрет на профессию сейчас действует. То, что мы существуем в нашей редакции, это просто чудо на самом деле. Вот. Итак, давайте подведем итоги голосования на нашем канале «Аспекты республики». Мы спрашивали, может ли суд над Фаилем Алчиновым привести к народным волнениям. Мнение нашей аудитории разделилось. И достаточно редко такое бывает. 52% считают, что да, и 48%, что нет. Ну, в общем-то, ваши позиция понятна. Спасибо большое, что очень активно голосовали. Не забывайте еще ставить лайки. Это тоже поддержит работу нашей редакции. Вот. Очень хорошо, что вы высказали свое мнение. И то, что оно разделилось, это тоже прекрасно, потому что не может быть однозначного предвидения процессов каких-то таких стихийных. Кто знает, что может случиться завтра? Мы ничего не знаем. Давайте даже дождемся, значит, решения суда, и в конце концов мы увидим все последствия этих событий. Это, в принципе, не за горами. И мне остается прочитать еще выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости», чтобы познакомить вас, ввести в курс событий российской информационной повестки дня. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». Один человек пострадал в Курской области во время атаки беспилотников. По словам губернатора, под ударом оказался приграничный поселок Теткино. В 2 домах взрывами выбило окна. Власти Дагестана попросили отключить фермы, добывающие криптовалюту, чтобы предотвратить сбои в электроснабжении. Между тем, к городам, страдающим из-за коммунальных аварий, сегодня присоединились Тульский, Новомосковск и Ростовский Азов. Без тепла продолжает сидеть часть Липецка, Новосибирска и ряда других городов. Арестованный начальник Подольской котельной на протяжении нескольких лет предупреждал начальство о неисправностях. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на жену Александра Чикова. Она уверяет, что инженер, ставший обвиняемым по уголовному делу, не подписывал акт о готовности к отопительному сезону. Из-за аварии в котельной тысячи жителей остались без тепла в домах. Российская православная церковь отправила отца Иоанна Гуайту служить в Испанию. О назначении написали в телеграм-канале храма в городе Эстепона. Священнослужитель ранее осудил специальную военную операцию в Украине. Он стал широко известен после того, как в 2019 году укрыл в московском храме Космы и Дамиана протестующих, убегающих от ОМОНа. Бывший владелец техносилы отказался от российского гражданства из-за фундаментального несогласия со специальной военной операцией в Украине и политикой правительства Путина. О своем решении Михаил Кокорич написал в социальной сети LinkedIn. С 2011 года бизнесмен занимается аэрокосмическими проектами сначала в России, а затем в Соединенных Штатах Америки и Швейцарии.
В Афинах отменили концерт британской группы The Tiger Lilies из-за того, что она поддерживает Украину. Такую причину назвал организатор выступления книжный магазин «Библиотека». Он сообщил, что некоторые люди выражают негативное мнение против концерта. Группа ранее выступала в украинских городах и анонсировала выход альбома под названием «Украина». В Исландии из-за извержения вулкана пришлось эвакуировать город Гриндавик. Выходу лавы на поверхность предшествовала череда землетрясений. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Город находится в 70 километрах от столицы Исландии Рейкьявика. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша программа «Аспекты республики» завершается, но не завершается наша работа. В 11 часов я жду вас снова на нашем канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. Нашим собеседником будет Дилара Гундорова, руководитель автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр». Также она интересна тем, что хочет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы Башкирии осенью этого года и создала проект «Народное правительство». Ну вот, в 11 часов жду, значит, еще раз на нашем канале. А теперь я с вами прощаюсь. У микрофона был Разиф Абдуллин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.